В Элисте завершился второй Калмыцкий экономический форум. Сегодня состоялась работа тематических секций, в ходе которых обсуждались проблемы и перспективы развития внешнеэкономической деятельности в регионе, реализацию национальных целей развития в сфере инвестиций, региональные меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Вопрос международного транспортного коридора Иран-Россия обсудили глава Калмыкии Бату Хасиков, чрезвычайный полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали, а также председатель правительства Астраханской области Олег Князев. К слову, в соседнем регионе уже давно налажена торгово-экономическая связь с Ираном, которая реализуется через порт Аля. Именно увеличение портовых мощностей на Каспии и стало одним из главных вопросов обсуждения. По словам Казема Джалали, сторонам нужно стремиться к сотрудничеству без привлечения третьих государств по водному пути, что будет экономически выгоднее. В ходе диалога между Калмыкией и Ираном были намечены планы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, а также образования. Сегодня на этом форуме в процессе обсуждения общей темы мы все, и в том числе и наши астраханские гости, и Республика Дагестан, мы пришли к тому, что если мы будем расширять инфраструктуру на российском побережье Каспия, то от этого выиграют все. И поэтому, безусловно, Калмыкия в этом просто обязана участвовать. И об этом нам красноречиво говорят наши друзья из Ирана. Но чтобы реализовать эти долгосрочные перспективы, ведь все-таки это вопросы не сегодняшнего дня, для этого нужно проделать большую подготовительную работу, но при всем при этом нужно начинать сотрудничество уже сегодня. Для этого мы, например, выбрали такую отрасль, как животноводство, растениеводство, то есть наше сельское хозяйство. Иранская сторона к этому проявляет очень большой интерес. Кроме этого, образование. У нас прекрасный вуз, Калмыцкий государственный университет, очень уважаемый. Он является опорным. Достаточно обширная международная повестка. Соответственно, господин посол выразил надежду и желание, чтобы у нас учились студенты из Ирана. А это повлечет за собой усиление нашего диалога, общения. Сюда будут ездить граждане Ирана. То есть это также повлечет за собой развитие туризма и реализацию всевозможных бизнес-идей. Поэтому мы наметили и долгосрочные перспективы, и среднесрочные, и долгосрочные. Но для того, чтобы мы шаг за шагом это реализовывали, притворяли в жизнь, для этого мы создаем рабочую группу, мы ее уже определили. Эта рабочая группа подготовит дорожную карту, и мы уже согласно этому плану будем двигаться только вперед. Почетный гость из Ирана отметил, что их интересует сотрудничество с Калмыкией. Они планируют арендовать наши земли для сельскохозяйственных целей, а также изучать калмыцкий рис и зерно для дальнейшей совместной работы. Кроме того, Казем Джалали пригласил калмыцкую делегацию во главе с Бату Хасиковым посетить Иран. Как отметил посол, наше тесное взаимодействие и оперативное решение задач будет эффективно взаимодействовать на обе стороны. Международный коридор откроет большие возможности и для наших соседних регионов. Мы являемся соседами по морю, и сколько мы бы развивали наши водные пути, насколько и могут получить дальнейшее развитие в целом наши экономические отношения. Поэтому, если мы будем развивать свои порты, портовые возможности на севере Ирана, в Каспийском море, и Россия будет развивать свои порты на юге и на севере Каспий, мы таким образом можем иметь мощные морские коммуникации. Это что касается наших двусторонних отношений. Но что касается вопроса коридор, вы знаете, что очень много груза идет из Востока Азии в сторону Европы. И вы знаете, что главный маршрут через Исламскую Республику Иран и Российскую Федерацию проходит через Каспийское море. Это как бы мультимодальный путь. Хотя есть и железнодорожная сеть через Россию, Азербайджан и Иран проходит. Поэтому, если посмотреть на мультимодальный маршрут через Каспийское море, через который будет проходить огромный объем груза, здесь, конечно же, нужны огромное количество современные порты, а также и флот. Нам нужен огромное количество судов. С этой точки зрения и Дагестан, и Республика Калмыкия, и Астрахань будут иметь очень важное значение на данном пути.
Также опытом в части поддержки предпринимательства поделился руководитель агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии Александр Кондрашин. Презентация о том, как устроено привлечение инвестиций в Якутии и чем оно отличается от того, какую работу выполняют наши коллеги в регионах с значительными качественными инфраструктурными преимуществами. Наш регион непростой. Республика Саха-Якутия – это один из самых сложных климатически, экстремальных регионов. Самое холодное место на Земле находится именно у нас, например. Да, у нас очень сложный логистический узел. Но, тем не менее, несмотря на все эти сложности, нам удалось выстроить привлечение инвестиций у себя с акцентом на глубокую, качественную проработку своих инвестиционных проектов, со включением всех мер поддержки со стороны правительства, со стороны региона, со стороны нашего федерального куратора Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Этот опыт заинтересовал ряд регионов, и мы всегда рады таким опытом делиться. Подводя итоги экономического форума, профильный министр Дмитрий Троицкий отметил, что мероприятие стало отличной площадкой для приобретения нового опыта, поиска партнеров и получения полезных знаний. Мы обсудили животрепещущие вопросы развития инвестиций на примере различных субъектов, понимая, что каждый регион по-своему уникален на секции экономика и финансы и развитие инвестиций. Мы очень будем рады видеть вас снова. Полагаем, что данный форум мы будем проводить ежегодно с учетом того опыта, который нам удалось приобрести.